конференции. Сегодняшняя тема это событие утра 27 декабря, когда парламент ратифицировал соглашение по передаче госдачи Пицунда, если коротко назвать это соглашение. Участники сегодняшней пресс-конференции выскажут свое отношение к этому событию. Это первый вопрос. И второй вопрос мы обозначили как создание новой оппозиционной платформы. Вот два вопроса, которые мы сегодня будем обсуждать. Я думаю, что мы можем сейчас коротко высказаться по ратификации. И может кто-то поддержит, может кто-то будет против. Но и второй вопрос это создание о необходимости создания новой оппозиционной платформы. Я думаю, что Аха Жаня, Аха Цен. Плохо быть самым старшим. Добрый день. Отчасти мы с Ливаном Вика в своем интервью на Абснахабар дали оценку состоявшейся ратификации. Здесь хочу еще раз повторить, может быть, то, что я там не сказал, и коллеги дальше добавят. Мне кажется, что вот 27 числа и там 26, когда это состоялось, помимо того, что, на наш взгляд, состоялась незаконная ратификация, то есть ратификация с нарушениями нашей Конституции, законодательства, норм регламента и интересов граждан Абхазии, произошла еще одна такая как бы неприятная вещь. Мне кажется, что было оказано давление на парламент, и, на мой взгляд, парламент пошел на определенный компромисс с собственным законодательством, на который, по идее, высший законодательный орган не должен идти. На мой взгляд, 26 числа большинство депутатов под давлением разных причин, в том числе и общественного давления, не были готовы к голосованию по этому законопроекту. Они чувствовали негативное отношение граждан, они чувствовали давление народа, и я думаю, что у них были очень смешанные чувства по этому поводу. Но вот эта комбинация поправок и соглашения дало им как бы внутренний шанс оправдать, что ли, свою позицию и оправдать вот это соглашение. Это очень плохая и, как сказать, порочная практика, потому что я боюсь, что каждый раз, когда на повестке дня у нас будут стоять не только спорные, но и явно неодобряемые обществом вопросы, когда они будут выноситься на повестку дня, каждый раз мы сможем, вернее, законодатели использовать эту схему. Мы будем менять основы другого нашего законодательства, чтобы каким-то образом оправдать принятие нового, неприемлемого для нас законодательства или соглашений. Это порочная практика. Все мы знаем, что 27 числа были нарушены регламенты. Регламент – это конституционные законы. Регламент Народного собрания – это конституционный закон. И в этом конституционном законе четко прописаны процедуры того, каким образом можно принимать решения Народным собранием. В частности, там прописано время проведения сессионных заседаний. И только в случае войны или чрезвычайного положения, какого-то террористического акта вы можете провести это мероприятие за временными рамками, оговоренными в вашем регламенте. Я первый раз слышу такое, чтобы поправки в конституционное законодательство, да и вообще просто в обычное законодательство принимались без также прописанных в парламенте процедур. Вы должны вынести это на комитетское заседание, оно должно пройти, оно должно проголосовать. Но все должны вынести
на первое чтение в парламентском слушании. Только после того, как пойдет на первое чтение, вы можете вынести на второе. А кроме того, там оговариваются и временные рамки, если не ошибаюсь, сейчас я по памяти от парламента между первым и вторым чтением. То есть я воспринимаю принятие этих поправок просто как акт спасения для депутатов, лишь бы принять вот этот закон. Да, мое отношение абсолютно отрицательное. Я считаю, что общество потерпело очень серьезный удар. Наше общественное мнение, мнение граждан, оно фактически было противопоставлено мнению президента и большинства депутатов, проголосовавших на этой сессии. Почему так получилось? Почему эти соглашения или почему эти поправки вообще увидели свет? Почему эти поправки не были озвучены с широкой общественности? Почему общественные организации, которые принимали участие в этом митинге, и общественные активисты ничего об этом не знали, не имели возможности обсудить? Мы обсудим. И это тревожный звонок не только для взаимоотношений оппозиции и власти, но это очень тревожный звонок для внутриоппозиционных отношений. Их надо, на мой взгляд, может быть, так хладнокровно осмыслить, в каком-то смысле можете пересмотреть и проанализировать ситуацию и двигаться вперед. Спасибо. Может, так и пойдем? Надзиров Шемаззиге. Добрый день всем. Я первым делом хочу всех вас поздравить с наступившим Новым годом, Рождеством. Всем семейного благополучия, счастья и чтобы в нашей любимой стране все было хорошо в каждом доме, в каждой семье. Вот, с этого я хотел начать. Но мы приняли решение не портить праздник, после основных праздников выйти с пресс-конференции для того, чтобы объяснить свою позицию, рассказать о том, что было, потому что не все, наверное, знают о деталях происходящего, поэтому мы готовы на все вопросы ответить. Вот. Что касается первого вопроса, это соглашение ратифицировано, но никаких изменений в соглашении не внесены. То есть это вообще юридически даже было невозможно, соглашение не предусматривает изменения, дополнения и так далее. Что было сделано? Были приняты ряд абхазских законов, о которых говорил Ахра, в нарушении и регламента, и всевозможных правил. Были приняты законы, которые затем могут вносить изменения, значит, в соглашение. И мы все изначально понимали, что таким путем идти нельзя, что надо отозвать. Наше требование было однозначное, по крайней мере до митинга, что надо отозвать соглашение и внести в него изменения для того, чтобы переподписать его, для того, чтобы это соглашение не противоречило нашей Конституции, нашим законам. Это было наше убеждение. Этот вариант, что можно изменить наши законы, приняв конституционный закон, для того, чтобы потом влиять на соглашение, мы вообще в принципе не обсуждали. Когда в ходе, значит, в ходе митинга, мирной акции, нам был предложен
вот всем, кто здесь сидит, был предложен этот вариант в том, что вот так можно пойти по такому пути. Мы, вот кто здесь сидит, они скажут, но я скажу про себя, значит, от лица комитета мы отвергли этот вариант, сказали, что мы не можем идти по такому пути, потому что он тоже нарушает нашу конституцию, наши законы. Идти, чтобы принять эти решения в дальнейшем, чтобы двигаться, надо отозвать это соглашение, создав согласительную комиссию по написанию нового соглашения, в котором будет учитывать наши интересы национальные, плюс будет в рамках нашего законодательства и Конституции. Вот такое однозначное решение было у нас. Мы об этом заявили, сказали, мы не уйдем с площади. Мы ждали сессию в 11 часов, ждали того, что к мирной акции присоединятся жители Абхазии, начиная там с Андрепща, заканчивая там Галом, что все также выскажут свою точку зрения по этому поводу, и мы дальше будем двигаться в этом направлении. Естественно, для нас в тот момент была очень непонятная ситуация. Вообще никто из нас подумать не мог, что это было где-то в районе 3 часов, наверное, когда мы говорили о том, ночи, когда мы говорили о том, что мы не принимаем этот вариант решения вопроса и настаиваем на том, чтобы отложить сессию и, значит, доработать в совместной комиссии, доработать соглашение. Вот. И совершенно непонятно было нам, как можно там, в 5-6 утра проводить сессию таким образом, что я не знаю, как значит, за спиной у общественности, у народа Абхазии принимать решения. Мне кажется, это вообще ни в какие рамки не входит, да, сегодняшней конституционного поля, когда, как, не знаю, воры, как будто что-то вот они ночью должны сделать и так далее. Поэтому для нас было понятно, что, во-первых, раз обсуждались такие законы, значит, было понимание у власти, у депутатов, что соглашение не соответствует нашим национальным интересам и нашему законодательству. То есть вот принятие этих законов – это признание, что соглашение ущербное. Это было очевидно для нас. И поэтому, если оно ущербное, зачем еще раз делать ущербным наши законы, нашу Конституцию, когда можно было с российской стороной обговорить о переподписании соглашения, где бы мы не нарушали наши законы. Это первое. Второе, то, что такой пример уже был в нашей истории, мы уже об этом говорили, когда вот стратегическое соглашение 2014 года, союзническое между Абхазией и Россией, был один проект, обсуждался, в итоге пришли к согласию обеих сторон к новому, значит, договору, и всех этот договор устроил. То есть и в этой ситуации мы не видели такой трагедии, чтобы это соглашение переподписать, и чтобы это соглашение, потому что оно не носит стратегический смысл, это соглашение.
Но для Абхазии это очень важный документ, потому что мы потеряли по этому соглашению суверенитет на части территории нашей. Для нас это очень важное событие, потому что это может стать прецедентом, по которому мы будем, то есть по этой же схеме, ночью собирается парламент, принимает какие-то решения непонятные, и также может создаваться новые анклавы, где наша юрисдикция не будет действовать. То есть для нас это было принципиально, чтобы не было прецедента создания территории, которая выходит из-под юрисдикции Абхазии. Вот. Что касается следующего вопроса, который мы хотели с вами обсудить, это про то, что мы будем дальше делать. Да? То есть мы не опускаем руки, не говорим, что мы не готовы дальше продолжать борьбу. Мы считаем, что эти события подталкивают нас к продолжению национальной борьбы за выживание, за свою государственность, за суверенитет. И это ни в коем мере не связано с выборами, это не делается ни под какие выборы, потому что мы считаем, что если будут приняты законы, которые лоббируют сегодня президент и власть в целом, это закон об апартаментах, закон об энергетике, о взаимном признании судебных решений, то все эти законы приведут к лишению суверенитета Абхазии, к ее демографическому суверенитету, и фактически ни о какой власти дальше говорить не придется, потому что это лишит абхазский народ своей государственности, своего суверенитета. Поэтому сегодня на этом этапе мы считаем, что надо объединить все усилия для противостояния этим антиабхазским, антинародным законам. Они приведут к, я уже сказал, каким плачевным результатам, и поэтому мы предлагаем, объединив усилия всех, которые готовы идти до конца, готовы не идти на компромисс ни с своей совестью, ни с теми принципами, ради которых мы воевали, ради которых мы столько лет прошли через трагедии и горе. Не для этого мы все это делаем, для того, чтобы сейчас, значит, все эти наши принципы мы оставили в сторону и шли на какой-то компромисс, конформизм и так далее. Извините, если я был многословен. Дальше, если возникнут вопросы. Время не будем занимать. Всех приветствую, всех с прошедшими праздниками и с наступающими наш народ. Дай Бог всем спокойствия душевного и спокойствия за свою страну. Сейчас, наверное, это будет актуальным пожеланием. Все, что здесь ребята рассказали, думаю, началось не на площади, не после площади. Причина пресс-конференции, а все началось с одной сакраментальной фразы, хочу напомнить, от того, кто остался в тени, когда мы его не обсуждаем. Парламент примет, должен принять этот закон, настаивает, должен, там слово «должен» ключевое в этой фразе. Ну, что он был должен, то он и сделал, собственно говоря. В данном случае, я бы сейчас даже не про Пицунду говорил, это могла быть там, какая-нибудь другая дача, другая тема, сама форма принятия решения в нашей стране. Сейчас вы уже озвучили, что это законно, незаконно, мы озвучили свое отношение к этому. Но мы должны с вами, наверное, еще и констатировать, что
практически окончательно стерлась грань между ветвями власти в этой стране. Исполнительная власть впитала фактически в себя законодательную, практически судебную. Я не знаю, с прессой, наверное, тоже скоро все вопросы решат, такой неформальной четвертой властью. Вот по поводу чего нам надо, я думаю, посыпать голову пеплом. Совершенно не важно то, что мы тут союзы одни распускаем, собираем, это мы ищем ключ к этому замку, вообще не вижу в этом причин для беспокойства, можно это 1000 раз проделать, пока не добьемся своей цели, если это важно для кого-то. Конечно, есть люди, которые считают заключенное все это действие, кто-то преподносит как победу, как какой-то успех, но надо признать, это их мнение. Сейчас мы в свободной стране живем, а кто-то считает за поражение. Но даже, повторю, вернее, вот еще один момент, мы тогда говорили, мы в этот митинг войдем одними, выйдем другими. То есть я не вижу там поражения никакого. Почему? Потому что люди вышли другими, люди вышли более понятные. Они увидели то, чего раньше не обращали внимания, что ли, так скажу. Немножко смещены акценты от того, что будет происходить дальше. Опять повторюсь, что не в Пицунде дело, а в форме принятия решений. То есть сейчас в течение января после праздников вывалит на президента весь этот пакет законов. Ну, можно теперь уже догадаться, как это будет происходить. Единственное, что, наверное, ограждение, автобусы все-таки доедут в этот раз, я предполагаю. Успеем. Поэтому населению нашему, людям, которые нас поддерживали в ту ночь у стен парламента, и уверен, многие еще пришли бы, но, честно говоря, мы сами были обескуражены исходом, я уверен, нам надо друг друга подбодрить. Пока мы живы и пока мы думаем так, как мы думаем, ничего не выйдет у тех, кто думает по-другому. А по-другому в данном случае надо четко разделить. У нас разделение уже не политическое, у нас разделение относительно суверенитета Абхазии, ее существования как независимого государства. Ты или здесь и готов торговаться, и либо ты здесь и занимаешь непоколебимую позицию в этом плане. Похоже, что мы идем вот к такому четкому разделению наших политических лагерей. Я думаю, это будет наиболее честным в нашей ситуации поставить именно так вопрос. Все остальное это штрихи к этому вопросу. Пицунда и так далее, энергетика. Будут постоянно возникать новые темы, критические. Мы каждый раз будем бороться, биться в один бой, в другой бой. Но корневой вопрос мы озвучиваем недостаточно ясно, четко и часто, что идет, принят фактически, реализуется курс на сворачивание суверенитета Абхазии. То есть, если продолжить эту логическую цепочку, то в скором будущем нам предъявят, видимо, такой относительно для года простой выбор. Ну, либо вы формально независимо где-то там живете, это же с таким пренебрежением сейчас отзываются о нашей независимости, либо станьте частью другого государства. Думаю, что для всех присутствующих это неприемлемый вариант. Поэтому мы должны биться, мы будем биться за сохранение того курса, который начался в сентябре 93-го, так, по окончании войны было озвучено и так далее, подтверждено государственными актами нашей страны, кто-то забыл, может быть, актами государственной независимости, актами о репатриации и рядом других. Конституции, наконец-то принятой, по которой мы живем, в которой все четко определено. Так что я хотел бы, сейчас не такой вот у нас лица, наверное, угнетенно выглядит. Надо людям дать надежду, эта надежда, хочу, чтобы четко прозвучала в нашем выступлении. Мы сдаваться не собираемся, и легкой жизни у тех, кто решил принять эти непопулярные решения, я думаю, не будет. Спасибо за внимание. Прошу вас, Здравствуйте, дорогие друзья. В общем-то, здесь вот, друзья мои, наши коллеги, они так сказали, можно сказать, практически все сказали, свое отношение. Но я поддерживаю все сказанное. Хочу добавить только, скажу за себя, то есть, что я вообще там делал на площади, и с каким чувством я оттуда ушел, и что за чувство я испытываю сейчас вот,
в данный момент. Естественно, я чувствую себя обманутым, то есть и обманутым кем? То есть обманутым собственной властью, собственным парламентом, собственным главой государства. Просто мое воображение поражено. Я не знаю, насколько может быть поражено, оно поражено. Потому что Алхаз говорит, у нас выражение лиц, наверное, отражают, да, у меня и внутреннее состояние такое, потому что, какой Новый год, какой что-то, как это вообще возможно? Я допускаю, что я завтра утром могу проснуться, и мне сообщат, что не то, что там пиццунды или что, вообще Абхазии нету. Просто вот ночью придут, как бурдалаки, сядут там, что-то они между собой состряпают и скажут, все, кончились мы, нет у нас, не существует. И что тогда, как мне объяснить самому себе или там своим детям, что у нас была война, для чего у нас была война, почему погибли тысячи наших граждан, наш лучший генофонд, почему это вообще все было? Правительство той же страны, с которой мы воевали относительно недавно, там Ираклий Гарибашвили, он открыто выступал и говорил там, абхазы, в конце концов, если вы продаете себя, мы готовы купить, мы Грузия, мы заплатим там 10 миллиардов евро он предлагал в течение 3 лет. Там. Естественно, это неприемлемо, 10 это будет или 100, там что сказали, что он сказал. Если к этому подойти, там, на 100 тысяч абхазов грубо просто разделить их, получится там, на каждого абхаза там, по 100 тысяч евро. У нас сколько абхазов рождается и умирает? 100 тысяч евро, которые видят только по телевизору. И семья там, из 5 человек, если состоит, они там 500 000 евро получат. Зачем мне такое государство или что-то? Там тихо, спокойно проживу и так далее. Такую логику продолжать я вообще считаю, конечно, недопустимым, но в силу того, что произошло, я уже даже не знаю, как можно разговаривать. И поддерживая полностью Масика, в любом случае, Алхаса, извиняюсь, поддерживая не только, я поддерживаю всех, но, конечно, будем бороться, конечно, будем продолжать свою борьбу, будем вырабатывать. Мне непонятно, например, такие оценки, как, скажем, как некая какая-то победа, то есть мы потеряли юрисдикцию на части нашей страны, причем довольно-таки значительной. Кто-то считает, что это некая какая-то победа. Наверное, да, как тот же Алхаз говорит, мы в свободной стране живем, кто-то может так и считает, какая-то победа тогда, если я потерял за ночь просто часть своей страны. Естественно, это поражение, с моей точки зрения, это недопустимо. Мы потеряли суверенитет над частью территории, мы создали прецедент, и, конечно, я считаю, что я запросто могу проснуться уже и проснуться совершенно в другой стране. И как тогда с этим можно жить? С этим жить, конечно, нельзя. И я считаю, что с этим надо бороться, призываю бороться. Как мы будем бороться? Конечно, нам предстоит выработать некие какие-то решения, то есть каким способом мы будем продолжать свою борьбу. Были такие идеи, и сейчас тоже существует, что будем создавать такую некую платформу, в которую, наверное, сорганизуемся для начала сами, будем приглашать туда и физические лица, и общественные организации, политические партии, все те, кто будут разделять наши оценки, наши подходы к тому, что произошло. С моей личной точки зрения потерял легитимность парламент. Президент для меня, он и так давно был нелегитимен. С того момента, как он первый раз заявил 3 года назад, что мы должны поделиться частью суверенитета, он постоянно держит меня в напряжении. Каждый день происходит, он выносит какие-то законы, то надо энергетику продать, то суверенитет надо раздать, то мы должны потерять часть своей территории. И это ерунда, то ерунда, ничего. Тогда для чего мы вообще? Пустой звук получается. То мы ничего не можем. То есть, и я хочу, чтобы этой власти в Абхазии не было. Она все потеряла полностью, исчерпала лимит доверия. Мой давно исчерпала. Но я надеюсь, что все-таки не только мой лимит доверия исчерпан, а
всего нашего народа обстроен, наверное, исчерпан лимит доверия. Вот, в общем-то, наверное, все, что мы хотим сказать. Я признаюсь вам честно, у меня все внутри кипит от возмущения полностью. Я сейчас не могу здесь вах-вах говорить и причитать, естественно, но я хотел, хочу и буду продолжать с этим бороться. Любыми, всеми доступными мне формами борьбы, любыми возможными и доступными. Этот беспредел надо просто положить конец этому беспределу. Как мы это будем делать? Ну, будем думать, будем собираться. И единственное просто, что хотелось бы мне сказать, и еще раз добавить, ну, когда кто-то там из числа наших коллег или друзей, ветеранов, не ветеранов, неважно, считает, что вот то, что произошло, это может являться неким каким-то успехом для нас, но для меня, наверное, это еще более непонятно, чем то, что произошло. Такая оценка событиям, которые имели место быть, для меня неприемлема. Я приношу свои извинения, возможно, за такую излишнюю эмоциональность того, что я говорил. Но вот как чувствовал, вот так я это и выразил, в общем-то. Большое спасибо. Дайте мне. В принципе, уже здесь столько сказано, смысла повторяться нет. Давать оценку событиям 26-го, с ночи на 26 на 27. Основное уже сказано, но в моих глазах решение, конечно, как здесь правильно было сказано, решение ратификации этого соглашения, это оно нелегитимно, потому что нарушает основные правовые нормы государства. Не знаю, как они с этим решением дальше будут жить. Что важно для меня, вот лично для меня, я считаю, что первое, какие выводы нужно сделать. Наша власть живет между интересами собственного народа и интересами внешних акторов. Это не обязательно Российская Федерация, это могут быть какие-то групповые интересы олигархата, может быть бизнеса, инвесторов, как наш президент любит говорить. Вот между этими интересами власть очень четко расставила приоритеты, она выбирает интересы внешних акторов, а не собственного народа. Это первый вывод. Второй, власть очень опасается, она прекрасно понимает, что в обществе существует недовольство ее деятельностью, и тот акт нарушения правовых, моральных и этических норм, которые продемонстрировал парламент, проведя сессию в 5 утра, это как раз демонстрация страха. Власть опасается, что опасалась, видимо, что на следующий день соберется большее количество людей, протащить уже не мытьем, так катанием этот законопроект о ратификации не получится. Вот. В принципе, что касается вот этого хвоста к этому соглашению, который придумал парламент, даже это не парламент придумал, насколько там на площади стало известно, это было придумано в кулуарах кабинета министров, потом переползло в администрацию президента и оттуда свалилось в парламент. Этот правовой хвост, он ничего не значит абсолютно, что он есть, что его нету. Если кто-то в парламенте этого не понимает, это уже их проблемы, это пример правовой безграмотности, на мой взгляд. Смысл этого документа, который противоречит действующему и нашему законодательству, и российскому законодательству, и вообще всем нормам, как этот документ, даже какая правоприменительная практика этого документа будет дальше, никому не известно, ни в парламенте, ни за его стенами. Так что я вот дальше уже обсуждать, комментировать, что там произошло. И еще один очень важный момент, который я хотел бы обратить внимание. Третий вывод, который самый важный. В нашей стране есть политическая оппозиция и есть такая системная оппозиция. В большей части к системной оппозиции, наверное, относятся люди, которые не входят в общественно-политические движения, в политические партии, они вот так собираются, исходя из собственного понимания ситуации. Очень много было на площади людей, которые не являются членами каких-то партий, движений, вот пришли люди просто по зову своего сердца. А есть у нас политическая оппозиция у нас, она, к сожалению, в принципе, так это
происходит, она играет определенную политическую игру. Наша политическая оппозиция в этот день попыталась сидеть на двух стульях, и с обоих, на мой взгляд, она свалилась. Вот. И сейчас, уже вот, когда вот эти все выводы сделаны, возникает четкое ощущение, что в принципе вот абхазский народ, национальные интересы абхазского народа, они никем не представлены в системе власти и вообще в абхазской политике. И поэтому сейчас вот здесь, на этой пресс-конференции, самый главный, самый важный вопрос, наверное, формирование новой платформы, новой такой политической, общественной платформы, которая втянула в себя здоровые силы нашего общества и вот хоть какую-то площадку для влияния на общественно-политическую ситуацию в стране наш народ получил. Вот я считаю, это самая главная тема сегодняшней пресс-конференции. Жить прошлым нет смысла, надо жить будущим, надо строить планы, как с этим бороться. Уже однозначно, что мы будем бороться со всеми ветвями власти. Я думаю, что к законодательной со временем добавится еще и судебная власть, которая там будет указывать на нас давление. Так что нам нужно сплотиться, объединиться, выработать какую-то программу действий, собственное понимание образа нашего государства, то, чего здесь абхазского люди делают. Продолжить предложить абхазскую идею независимости, предложить обществу образ будущего этой страны. Что такое мы должны сделать? И последний вопрос, на который я хочу обратить внимание, это в нашей стране сложилась такая практика, что если мы, для нас неприемлема деятельность нашей власти, мы не согласны с какой-то ее позицией, если нас беспокоит коррупция в стране, хищение, мы автоматически становимся антироссийским элементом. Вот эту практику активно продвигает исполнительная власть, нанося маркеры, навешивая ярлыки на всех, кто ей не угоден. Не знаю, кто это придумал, но ничего хорошего для российско-абхазских отношений эта практика не сулит. У общества абхазского народа возникает ощущение, что там, где его обманывают, это становится выгодно нашему стратегическому партнеру. Здесь не стоит вопрос, с кем это, мы не меняем политического вектора. Мы считаем, что основной политический вектор абхазского государства, абхазского народа – это быть с нашим стратегическим партнером. Но у Российской Федерации есть собственные интересы, и это нормально. И у абхазского народа, у абхазского государства тоже есть собственные интересы. Взаимовыгодное сотрудничество, на наш взгляд, это когда учитываются интересы обоих сторон, мы находим какой-то компромисс. И поэтому есть какие-то вопросы, которые здесь для нас неприемлемы, как и в России, наверное, есть вопросы, которые для них неприемлемы. То есть игнорировать наше мнение в интересах кого-либо другого, я считаю неправильно. И называть нас из-за того, что мы выражаем собственную позицию, за то, что мы выражаем национально-патриотические идеи собственного народа, называть нас антироссийскими, это не то, что неправильно, я не знаю, это какая форма извращения может быть. В России, например, демонстрируется, сейчас практикуется, вдавливается прямо через идеологию практика умеренного национализма. То есть, если умеренным националистом можно быть в России, почему нельзя быть умеренным националистом в Абхазии? Почему нельзя быть патриотом в Абхазии, если можно быть патриотом в России? Так что я считаю, что вот этот вопрос, который власть демонстрирует, она там через свои внешнеполитические ведомства, почему-то внешнеполитическое ведомство в нашей стране неожиданно стало заниматься внутренней политикой. Вот. Это не очень хорошая вещь, очень просто не очень хорошая вещь, и наибольшего ущерба для российско-абхазских отношений, чем вот эта практика, мне кажется, ничего не несет. Вот что я хотел сказать. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу пару слов сказать, и знаете, замечательно, мелодия. Вы знаете, в то утро или в ту ночь, просто вот каждый, мне кажется, кто присутствовал на той площади, своей кожей почувствовал, что вот какая-то такая страшная вещь произошла. И для меня один из этих эпизодов был, когда
Нисфа Аршба стучалась в дверь закрытую, ее не пускали. У меня какие-то ассоциации были с последним из ушедших, вот какие-то такие вещи были. И вот хочу передать слово, если у вас есть вопросы журналистам, потому что вот тогда, мне кажется, вот закрывшись и от народа, и вот здесь Алхаз говорил о четвертой власти, и от четвертой власти, от журналистов тоже закрылись депутаты, когда принимали столь, наверное, радикальное решение по отношению к абхазскому государству. Поэтому, если вопросы есть, прошу, задавайте. Есть. Марьяна? Да. Общий или кому-то? Да, общий. 28 числа утром я прекрасно видела, сколько человек собралось на площади после ратификации. Практически никого. Только активисты Харак-Пицунда, молодежь собрались, кое-кто из общественных деятелей. И все. До того, как было ратифицировано соглашение, много говорилось, мы не дадим, мы не позволим, позволили. Дальше вы говорите, мы не позволим апартаменты, не позволим то, сё. Почему сейчас у меня, как у представителя населения Абхазии, должна быть вера вам? Почему я должна вам верить, что вы не позволите? Каким образом вы собираетесь не позволить, если у вас не получилось не позволить ратифицировать соглашение по Пицунде? Можно я? Да. Как мне сказать? Ну, я не помню, чтобы кто-то говорил о том, что мы не позволим. Я не помню, чтобы кто-то говорил. Я лично и Комитет по защите суверенитета не говорил о том, что мы что-то можем сами не позволить. Мы какая-то определенная группа людей, которые заряжены, как говорил Тенгиз, да, защитой своего народа, своих интересов своего народа. Мы говорили о том, мы призывали людей нас поддержать. Мы призывали общество к тому, чтобы оно повлияло на ход событий, чтобы они активнее, то есть эти решения принимались депутатами, чтобы они активнее говорили с депутатами. Ну, я не знаю, 1,5 года, как этот процесс был запущен, 1,5 года своей жизни мы потратили на то, чтобы объяснять и говорить людям всеми законными способами, всеми средствами, которые у нас есть, да, всеми ресурсами, что происходит. Делали юридический анализ, участвовали в эфирах, которыми нами были инициированы. Мы эти эфиры добивались, нам никто их не давал, мы требовали эти эфиры. То есть все, что мы делали, это объяснить обществу, что может за этим последовать. Мы сейчас опять не говорим о том, что мы не позволим, мы не дадим. Ну, в конце концов, мы люди, нас могут ликвидировать, эта власть может нас посадить, может прибегнуть к неконституционным формам борьбы с нами. Мы всего лишь люди, но мы, опять же, обращаемся к обществу, к народу для того, чтобы получить поддержку и вместе отстаивать свои национальные интересы, вместе отстаивать свободу и независимость Абхазии, как это было в нашей истории. В нашей истории никто в одиночку не боролся. Никакая одна организация, например, Айтгылара, 80-е годы, если бы она не получала бы широкую поддержку в обществе, то ни о какой национально-освободительной борьбе вообще бы речи не было. Поэтому все зависит от народа, от его решения, от того, что против они, конечно, контраргументация была, конечно, власть, пользуясь государственными средствами массовой информации, возможными всеми их административным ресурсом, убеждала людей в обратном,
Вы сами знаете, какими способами они пользуются, дискредитация, там, аноним и все остальное. Но после всего того, что произошло, мы не говорим о том, что мы проиграли страну. Мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что да, мы проиграли бой, но войну еще не проиграли. Об этом, по-моему, все сегодня говорили, о том, что мы понимаем, что в нашей борьбе дальнейшей нужно более активно участвовать всему населению, всему гражданскому обществу Абхазии. Вот наша позиция. От того, что если мы могли бы, как вы говорите, что-то остановить, вот там у нас 10 человек пойти и что-то остановить, мы понимаем, что это, на самом деле не так. Заходили в парламент и остановились. Соглашусь с Ливаном и с вами тоже. На самом деле, вот я 1,5 года, или сколько уже этот Пицунский вопрос продолжается, благодаря всем нам и всем вам, это как раз и не позволили сделать. Если бы не было такой активной позиции общества, если бы не была активная позиция общественных активистов, общественных организаций, если бы они не ездили следом за президентом, не устраивали бы там ему акции протеста, если они не проводили бы пресс-конференции, не выступали на съездах, не выступали на митингах, вот этот Пицунский вопрос был бы решен за 1 неделю после того, как он был анонсирован. То есть, на самом деле, вы не позволяли это сделать. Вот все эти долгие годы. Я хочу вам сказать, что на нашу власть из-за этого оказывалось сильнейшее сопротивление, то есть давление с 2 сторон. И тем, кто это лоббировал на внутреннем и иностранном уровне, и с вашей стороны общество, которое не давало это сделать. Возможно, я как бы такой всегда был сторонник каких-то конституционных, законных методов воздействия давления. Возможно, нам всем вместе придется отчасти пересмотреть эти наши убеждения. Потому что лично я для себя, я такого не могу говорить, но для себя напрашивается такой вывод, что мы должны выбрать между нашим суверенитетом, вот за что ребята говорили, за что они воевали, умирали и так далее, и степенью жесткости сопротивления. Может быть, в следующий раз нам надо будет оказать более жесткое сопротивление. Может, это сопротивление выльется в столкновение с представителями власти. Я не знаю, так происходит во всем мире. Но между этим я не хочу ни с кем вот так вот сталкиваться с милицией. Они наши дети, они наши племянники, я их всех очень люблю, они у меня учились и так далее, и так далее, и так далее. Но власть ставит нас перед выбором. Или вы аннулируете свою государственность, или вы нам сопротивляетесь. Наверное, да, придется пересмотреть некоторые наши правила и сопротивляться жестче. И, возможно, мы призовем к этому и все общество тоже. Можно, Ребята, скажу? можно я скажу Да, буквально, чтобы... Я рада всех приветствовать, от всей души поздравляю народ Абхазии со всеми праздниками. Маяна, хочу ответить на ваш вопрос. Не знаю, я не сижу сегодня за столом, но все-таки не могу. Меня это очень цепляет, меня это очень, честно говоря, волнует. И я эти праздники как никогда провела не в очень таком веселом предпраздничном настроении. Речь не об этом. Я с вашим вопросом, вот вы знаете... Вот вы абсолютно задали такой же вопрос, который я сама себе задаю иногда. Да, вы вот говорите, а в чем, кто нам поверит? Да? Вот народ поверит ли нам для того, чтобы сейчас будет на повестке дня совершенно такие вопросы, которые просто будут наносить вред нашему народу. Вот я тогда хочу сказать, обратиться не столько к коллегам, да, которые, правда, старались. Но мы, Ливан, вот я не согласна с одной твоей фразой. Мы говорили о том, что мы сделаем все, чтобы этот вопрос не будет принят. Ну, по крайней мере, мы пытались с этим.
Но я хочу обратиться к народу. А где мера ответственности? Разделите ее с нами. Я на сегодняшний день хочу сказать абхазскому народу. Я разочарована, может быть, и в себе самой, но я разочарована и в нашем народе. А кем мы стали сегодня? Мы готовы, мы не можем выйти из состояния комфорта. Я хочу сказать, вечером 26 числа, какое количество людей мы превратились, знаете, в кухонных осуждателей, вот сидим, обсуждаем, рассуждаем, но при этом я бы сказала бы, придите, станьте рядом с нами. Я была до 5 утра. По состоянию здоровья я просто отлучилась на полчаса, и когда я увидела, что идет сессия, знаете, ну как женщине, все считают, что я очень сильный такой человек, но мне хотелось плакать. Мне просто хотелось плакать. Я скажу более того. Вот сейчас ребята все наши говорили, и как-то мы опять взываем, у нас нарушен баланс власти. Я хочу обратиться к Лаше Ашуба. За всю действительную историю, новейшую историю Абхазии, вот пресс-спикер, я обращаюсь в первую очередь к нему, не имел права проводить чрезвычайную сессию. Он нарушил дух, букву закона. Он нарушил разделение ветвей власти. И он сегодня несет прямую ответственность перед потомками, перед нашими детьми, перед нашей молодежью, которая здесь сидит. Прямую ответственность. 26 бакинских депутатов, комиссаров, 25 там было, они 26 предателей в моих глазах. 26 предателей в моих глазах. Придумали бумажка, которая была принесена на площадь, это была бумажка, составленная гораздо ранее. И каждый сегодня поставил себе вот эту ярлык. Мы пытались, мы старались, мы хотели. А я хочу, Марьяна, ответить. И мы пытались и старались, но мы тоже не довели дело до конца. Здесь я с вами согласна. Если народ не хочет нам верить, я призываю, не верьте. Найдите умных, хороших, ответственных, чистых и чистых людей, и пусть пойдут за ними. Но я вас просто уверяю и обращаюсь ко всему абхазскому народу. Пицунда – это уже первый шаг. Дальше судебные решения, дальше апартаменты, дальше энергетика, потом аэропорт, Господь, он поверил в Бога, сегодня Рождество, праздник, наш президент в Бога поверил, вот сейчас скоро запустят аэропорт. Вы понимаете, Марьяна, я не знаю, вот, а стоит ли вам верить нам? Ну, ваше право. И право народа, пусть не верит. Но я согласна в одном, мы правда пытались, мы старались, мы пытались, говорили, объясняли, на пальцах объясняли, что это такое. Здесь говорить о легитимности, я совершенно согласна, не надо давать даже оценку тому, что произошло. Это нонсенс. Мы породили, вы понимаете, ящик Пандоры, да нет, он уже давно был открыт. Мы породили чудовище в лице депутатов парламента, которые могут 5:30 сесть, состряпанный на коленках, принять документ за полчаса, ждать, когда наш великий, ну для меня он абсолютно не великий, человек, который подписал и сделал его законом, а потом говорит, что правая рука сотворила запрет, а там, левая рука отдает. Это что за глупости? Вы представляете, это в истории, я не помню, какого государства такое происходило. Мы даже перестали быть страной, мы банановая республика. А парламент наш, простите, Ашарашкина контора. Все, спасибо. Можно еще? Вы сейчас перечислили... Пожалуйста, можно я еще пару слов добавлю к вашему вопросу? Просто вот вы говорили, знаете, как кто-то сказал из великих там, или умных, мое дело сказать правду, а не заставлять вас верить в нее. То есть, что я этим хочу сказать, немножко перефразировать. Если бы у нас, у тех людей, кто сидит вот здесь за столом, был бы какой-то инструментарий, которым мы могли бы воспользоваться и что-то не позволить, не было бы вообще какой-то необходимости сидеть за этим столом и что-то говорить и доводить, пытаться доводить до наших граждан. Вы можете не верить нам, мы не призываем к тому, чтобы нам верили, мы призываем к борьбе. Мы к тому, что мы проиграли, правильно сказал Ливан, мы проиграли какое-то сражение, но мы призываем не складывать руки, продолжать свою борьбу. И правильно сказала Натали, мы не можем, с нами должны разделить эту меру ответственности именно наши граждане, наш народ. То есть здесь стоят всего лишь те, которые
в авангарде этой борьбы, те, которые взвалили на себя эту ношу, если грубо так выразиться, никому за это пряники не раздают и зарплату не платят. То есть это люди сами в меру своей ответственности, в меру своего понимания, они дают оценку происходящим событиям, доводят до собственных граждан, до нашей страны. Мы обращались и обращаемся ко всем нашим людям, ко всем нашим гражданам. Приходите, поддержите, присоединитесь, становитесь вместе с нами, боритесь, не позвольте вот этому беспределу вершиться. А верить нам не надо. Не надо верить никому. Надо просто действовать. Действовать тем, кто считает, что надо действовать. И все. Я вижу это очень просто. Это дело общее, дело тех, кто любит свою страну, тех, кто хочет сохранить свою страну, тех, кто борется за суверенитет своей страны, и тех, кто это дело делает. И все. А если бы была бы возможность какая-то у нас нет армии, у нас нет солдат, у нас нет спецназа, у нас нет никого. У нас есть мы сами, каждый сам у себя, есть свое видение ситуации, своя оценка этой ситуации и призыв к нашему обществу, к нашему народу. Приходите, разделите вместе с нами, станьте рядом с нами. Мы готовы это делать и делаем. Причем обратите внимание, за этим столом я уже сижу не первый раз. С того момента, как стали появляться эти вопросы, я здесь вижу одних и тех же людей. Здесь зачастую эти люди не представляют даже какие-то партии или организации, так как оппозиция давно уже дискредитировала себя еще много лет назад. Приходилось людям просто по личностному, по гражданскому принципу объединяться, высказывать какие-то свои позиции и бороться с тем, с чем они бороться могли. И правильно сказал Ахра, потому что все это время, там какие-то вопросы 1,5 года, какие-то, ведь целый президент страны пришел в общественную палату и заявляет, именно должен до конца месяца принять этот закон. Он его не принял, с тех пор прошло полгода или больше. Благодаря кому? А верить нам не надо. Не нужно никому. Верить надо себе, верить надо бороться. Мы призываем не к вере в себя, а к тому, чтобы боролись люди, не складывали руки, не падали духом. Может быть, возможно, кто-то в глубине, внутри себя сам давным-давно готов упасть духом, но при этом пытаются люди не упасть духом, не показать, что упал духом, продолжить борьбу и не дать возможность вершиться тому злу, которое происходит. Пришло время спасать Родину. Без нашего общества, без нашего Надо спасать народа Родину. мы ничего не можем. Никто ничего не может. Это дело общее всех наших граждан, всех тех, кто хочет сохранить свою страну суверенным, независимым государством, сделать его процветающей страной, демократической страной. Вот и все. Вера здесь, я не знаю, наверное, она не особо нужна. Не нужно мне верить. Еще вопрос. Да, еще был вопрос. Вот вы перечисляете законы, которые могут быть приняты потом, аэропорт, апартаменты, но вы не называете закон об иностранных агентах. Его примут первым, и потом даже на том канале, который вы сегодня цитируете весь день, про то, как должен парламент принять, это прозвучало на База ТВ, которая может до сих пор позволить себе критиковать и вас, и власть. Нас просто не станет, ни независимых журналистов и блогеров, нас просто всем запретят деятельность, и тогда вам будет вообще неоткуда вещать. Почему вы об этом не говорите? Почему мы об этом не говорим? Не говорим. Так однозначно. Первый вопрос твой правильный был, такой колкий, острый, извини. Мы 28-го или какого там утра мы тоже обескуражены были. То, с чем мы столкнулись, я за себя скажу, я с таким не сталкивался. Честно говоря, бывают в жизни моменты, когда ты просто руки опускаешь какой-то, хоть на секунду, но это с тобой случается. Что касается иноагентов, опять-таки, просто нет информации о том, что происходило раньше. В 5-м, то есть в 6-м созыве, в нашем это принесли официально. Вот, мол, надо, ребята, понимаете, это, один из краеугольных камней наших международных отношений. Так преподнесли. Даже рассматривать не стали. Кстати, этот, что опять ты губишь, это 6-й созыв, который Пицунда тоже убрал. Вообще Убрал даже не вопрос рассматривал. это, да. А вы не знаете же, сколько копий было сломано там. А если это примут, да так нам и надо все. Да. Нам надо еще хуже.
Какие каналы, вообще дубинками, чтобы нас гоняли все. Мы же всех так хотим этого, мы же так все поэтому соскучились по твердой руке. Ну просто это будет не советская власть, когда наши недалекие, к сожалению, наивные сограждане думают, что это будет советская, кто-то еще Сталина помнит. Это будет олигархическая, обнаглевшая, не видящая вообще никого и ничего, превратиться, я не знаю, в машину подавления личности. Мы вернемся туда, с чего мы начали, 1937 года. Эту историю, переписку, помните, да, со списками? Ну, сейчас что происходило, оправдывались там, с администрацией президента, сейчас уточню. Мы такого не делали. Что они меня вытащили на границе с реанимобиля, я депутатом был, еще и врачом являлся. Возвращались в Краснодар. Даже, когда я это говорю, я говорю о своей жизни, например. Это инагентный проект, закон, это по мне уже приехало. Я уже не говорю про это, что там мне звенит, барахлит. 3 часа держали на границе, прямо человек, ФСБшник, уже устал, видимо, этот сам тоже живой человек, поесть хотел, на обед пойти. Слушай, ну это ваше, что вы от нас хотите? Прямым текстом человек говорит, да мне плевать, что ты депутат, вообще меня это не касается. Что это уже наступило там, с законом, без закона, что это для вас открытие, что ли? А базу, как там у вас дела вообще? Финансирование как придушили, вы тоже не такие уже активные стали, как заметил, правда же? Правду говорить это не только дорого, еще и опасно становится в нашей жизни. Вот слава Богу, на каждое действие есть противовес. Будем надеяться, телеграм-каналы сохранятся, интернет не отключат, или еще какую пакость там сделали. Газеты люди не читают, или начнем листовками бороться. Всегда что-то будет, рот не закроют никогда никому. Но если они пойдут по этому пути, а они идут по этому пути, капитал тащит это все по этому, любую страну, которой дверь открыли и заходите в олигархи, все закончится одинаково. К сожалению, в нашей стране маленькой, где это противопоказано, боюсь, что закончится столкновениями кровью, не дай Бог, не дай Господь, храни нас. Вот безмозглая наша политика, трусливая, да, где-то я струсил, я руки поднимаю, наверное, я даже не пытаюсь оспорить. Всех нас, любя, уважая, но где-то мы тоже ошибаемся, извините. Но инагент это еще тоже, видимо, не самое страшное, там еще другое, да, пакетами идет прямо. У вас в стране не останется, какие инагенты, ты сейчас за себя лично переживаешь. А то, что идет в комплекте, там, да. А вы ЭКЦ помните вообще? Да. 400 человек иностранного состава МВД, это что? Это не лишение суверенитета в части правоохранительных органов. Забыли, какой бой был? А этот, Иван не даст ошибиться, по оборонному там контуру. Сколько было вопросов, тоже по-другому все приходило. УГВ, да. Немножко по-другому это сегодня все выглядит. И судебные решения, опять я к ним верну. То есть фрагменты суверенитета. То, о чем ты говоришь, иноагенты, это же фрагмент суверенитета в плане свободы слова. Что мы отличались именно этим, что можно было сказать, это была наша защита. Это же непростой процесс, чихать они хотели на базу, там, на всех нас, на все эти организации, что надо показать и сделать, как это должно быть. Если подожди, Наталья Викторовна, пожалуйста, извини. Если мы согласны на такое будущее, не мы с нами уже, я не знаю, считаются, не считаются, неважно. Молодежь сидит, про них речь, о них вернее, о их будущем. Здесь старшие люди помнят негативные стороны Советского Союза, когда могли закопать, и никто не нашел бы там в Беслохубах, известковых ямах люди, как кости даже не найдешь. Ну, вот так это все начинается. Известковые ямы начинаются, эти права, да, с закона об инагентах, там Пицунду где-то пробуну образно, естественно говоря, цепочки событий. И то, о чем они тебе пытаются на твой колкий вопрос ответить, не можем мы сами это остановить. Когда за спиной те, кто должны были прийти, клялись поддержки, не пришли, те впереди, которые стоят, не поймешь, они заходите, чуть ли не говорили. Не поймешь, что в этом балагане происходит. Я поэтому с этого начал. Мы за что? Вот эта черта должна четко пройти. Слушайте, мы за страну независимую, да, или мы за что вообще? Вот это что вообще даже обсуждать не хочу.
Вот тогда все уляжется, вот тогда у всех все прояснится. Все будет понятно, прозрачно, ясно, кто ты, что ты, и каждый должен определиться в этом плане. И пару слов скажу, мы перечисляем эти законы. Эти законы нам, как обществу имеется в виду нам, преподносит наша власть в лице президента. Они их выплевывают один за одним. 4 года они держат нас всех в напряжении. То есть здесь за этим столом сидят люди, которые считают, что это зло. Зло для страны, зло для граждан страны. Те, которые сами добровольно на себя взвалили эту миссию и пытаются с этим злом бороться. Но я еще раз хочу сказать, у нас нету такого инструментария, колдовства никакого нету, чтобы мы раз чипых сказали там и что-то остановили или там что-то не произошло. Это, если надо, это надо нашему народу, нашим гражданам. И мы можем это делать только вместе. И все, если в этом не принимают участие люди, не будут принимать. Если не будут поддерживать нас, если мы вместе не будем бороться с тем, кто нам хочет навязать это зло, то, естественно, ничего не получится. Мы будем проигрывать, вот так они будут по ночам собираться, или там на деревьях будут сидеть, как обезьяны, там в кустарниках будут где-то что-то делать. Я не знаю, какие они еще придумают формы. Единственное, что я знаю для себя, что надо бороться. Вот это я для себя знаю точно. И призываю к борьбе всех остальных. Я буквально добавлю к вопросу об инагентах, потому что это вопрос 6-го созыва, и я хочу, чтобы вы понимали. Вот лично я могу рассказать небольшой такой отрывочек. По вопросу об инагентах я была в Москве, на улице очень известной, и общалась с очень такими высокопоставленными лицами из определенных служб, где вопрос об инагентах стоял тогда. На что вот на прямой вопрос, как вы относитесь к этому закону, я ответила следующее. Наши инагенты – это не ваши инагенты. Вот я именно так ответила. Я говорю, наши, то, что вы называете, да, вот эти организации, они больше патриотически направлены. Давайте вспомним историю. Молодежь сейчас, может быть, это об этом не помнит, но вот вы не дадите, журналисты уже какого периода, вы не дадите, вспомните проекты, которые НПО здесь во время войны, когда мы находились в блокаде, как нам помогали, когда открывались гуманитарные столовые, когда кормили людей, когда лечили бесплатно людей. И все это было, правильно? Поэтому наши организации, вот НПОшные организации, они являлись больше такого патриотического характера. И на сегодняшний день я так, правда, считаю, и я считала всегда, что здесь больше превалирует защита наших интересов, защита нашей культуры, защита... И это совершенно иная организация, отличная от российской. Но у меня к вам такой же вопрос. А где же вы, когда все вот это, когда выбирали депутатов в парламент, да? Вот меру ответственности, я ведь не зря с самого начала сказала, давайте нести меру ответственности вместе. Мы выбрали такой парламент, который сегодня на ура поднимет вот все вопросы, вот так, даже не надо каждый по отдельности. Давайте разом, вот это райдер выставлены, 46 вопросов, и разом они проголосуют. Что, вы же выбрали таких коллег, вернее, таких депутатов. Теперь вам не нравится. Дальше, вы же не поддержали, даже мы 150 раз в 6-м созыве говорили о 46 вопросов. Мы кричали тогда, что там 6 вопросов не соответствуют национальному интересу Абхазии. Они подрывают, они не соответствуют нашим интересам. Вы же тогда никто об этом не говорил. Вы считали, что... Наталья Викторовна, давайте... Наташа, говорили. Нет, не говорили вы. А сейчас вы задаете вопрос. Да, потому что да. Да. Нет, надо было поддержать тогда эти вопросы. 46 вопросов, они были. Этот райдер выставлен не сегодня. Он уже давно, он уже на протяжении 6-7 лет присутствует, понимаете? И мы сегодня, оказывается, надо друг друга поддерживать и видеть, быть более прозорливыми, как вот это самое. И правильно Алхаз Владимирович говорит, у нас сегодня либо спасение страны, либо дальше у нас нет будущего. Вот и все. По инагентам сейчас Ливанов, и потом у тебя, да? Да. Я так понял вопрос Марьяны, она хотела знать наше отношение к этому закону. Мы понимаем, что этот закон
приведет к тому, что не будет независимой прессы, не будет независимой прессы, это четвертая власть, всем известно, что по принятием этого закона у нас вообще не будет внутри гражданского общества. То есть это очень серьезное, это очень серьезный закон, который подорвет и гражданское общество, и независимую прессу и так далее. Мы, если примут этот закон, превратимся в тоталитарный, авторитарный режим. Ну, пока мы считаем, что нет, я считаю, что пока нет, и мы на этом пути. Мы на этом пути превращения в авторитарный, тоталитарный режим. И поэтому мы и проводим сегодня пресс-конференцию, чтобы объединить все усилия, все вместе противостоять этому. Наша организация, мы готовы противостоять этому в меру своих возможностей и сил вместе. Мы говорим о том, что мы должны объединить все усилия. Нам нужно сохранить наше гражданское общество, национальные интересы. Только так, только вместе. Здесь не может быть отдельной борьбы, каждая там пресса сама будет и так далее. Мы одно целое, мы все представляем гражданское общество. И мы должны отстаивать интересы гражданского общества. Если вы говорите о том, что будет приниматься этот закон, просто мы не видели его в парламенте, не знаем об этом. Если в 5 утра его будут опять принимать ночью, придем в 5 утра. Мы будем против этого закона однозначно. Да, я просто хочу сказать, что вот если проследить, сейчас можно даже не для СМИ, если проследить за публикациями, например, вот Ливан тоже уже иноагент, иностранный шпион, то есть вопрос чуть-чуть и по адресу, и не по адресу, вот я так скажу. Конечно. Вы с большим таким оптимизмом, приятным для слуха, говорите про то, что необходима поддержка народа, что мы ждали народ на площади, мы ждали народ на следующий день, народ недоволен на кухнях. Но прям напрашивается цитата Довлатова про то, что да, они репрессировали столько человек, но я хочу вас спросить, кто написал 4 миллиона доносов? Может, мы посмеем допустить мысль, что мы проиграли не власти, что мы власти проиграли борьбу за народ, что народ поддерживает Пицунду, что народ не против на семью получить по 50 тысяч евро, да, или вот там суммы, которые Лаша называл, 500, извиняюсь. Может, мы допустим мысль про то, что нам нужно не власти что-то объяснять, а с людьми поговорить, которых мы ждем, что они не едут к нам на площадь не потому, что они не верят Ливану, Тенгизу и Алхасу, а они не едут на площадь, потому что, в принципе, в их мире не происходят катастрофы, им не хочется плакать, как Наталье Викторовне, и для них жизнь не заканчивается в 5 утра. Они просыпаются, открывают эту ленту, листают и такие, ну что ж, нас это не касается. Давайте не забывать, сколько людей работает в государстве, давайте не забывать, что государство само грустно прозвучит, но достаточно красиво работает в своей пропаганде, в том числе в запугивании, в том числе в репрессиях. И я теперь на границе, Алхас Владимирович, провожу время, переходя в обе стороны, не без удовольствия, да? Может, мы подумаем про то, что просто нужно с людьми поговорить. Мы разговариваем с властью, они что-то нам кидают какие-то... Я даже не хочу это уже никак называть, уже многие обиделись за тоже мой вокабуляр. Что-то они нам предлагают, кто-то с утра из оппозиции говорит, что это наша победа, мы молодцы и так далее. Это тоже мы слышали, да, своими ушами, тоже там стояли. Может, нам стоит подумать про то, что да, с ними все понятно. За людей, может, стоит побороться, может, им нужно напомнить о ценностях, может, по районам нужно поездить, может, нужно приезжать и людям рассказывать, напоминать. У меня полное ощущение, что мы людей проиграли, мы не людям проиграли, нет, мы с ними не боролись, мы проиграли людей, просто потому что пока все были увлечены тем, что там одного нужно свергнуть, другого нужно свергнуть, люди уже никого не хотят свергать и никого не хотят приводить, они хотят, чтобы от них все отстали, чтобы им капала какая-нибудь зарплата, чтобы у них была пенсия, какая-никакая медицина, прости, Масик.
хоть что-нибудь. Вот просто, чтобы было хоть что-нибудь, и их бы в этом во всем не трогали. Может, вы в эту сторону подумаете, потому что как будто бы Элеонора, стоит... это похоже чуть-чуть на риторику власти о том, что народ сам виноват. Ну, вот, вы Я понимаете? не говорю, что, Но вот я наша не говорю, что народ пресс-конференция, я виноват понимаю. в тот момент, когда Я он понимаю, хочет но 500 наша тысяч евро. пресс-конференция- Я могу его понять. Да, я хочу- говорю, что я может просто вы хочу- должны с ними встретиться Мы и все людям должны. пообъяснять, Да, что, Элеонора, ребята, 500 тысяч Мы евро... все должны, но здесь, кстати, не было обращений к власти. И до этого мы не обращались к Мы власти. говорим, что мы боремся, Лёва, мы- с кем мы нет, боремся? мы говорим, боремся с мы как раз- парламентом, с судьями, с Нет, президентом. мы говорим о том, что как раз нужна поддержка общества, и мы к обществу обращаемся. Мы все это время мы обращались к обществу. Так общество с вами, допустим, не Хорошо. согласно. Как мы будем с этим бороться? Вот да, Ну, не да. согласна. Но если общество не А согласно, что значит оно расходимся? получит, Нет, что расходимся. получит. Расходимся? Вопрос же в том, что мы не расходимся. Может, Можно- кто-то можно да, я может, кто-то хочет разойтись, но мы не расходимся. В принципе, у нас никакой активной работы с обществом, с народом не было, потому что мы до этого не были политиками, мы не рассматривали себя как политические акторы. У нас вот был вопрос, который нас беспокоил, это вопрос Пицунды, у нас был вопрос по недвижимости, мы высказывали свою, ну, по апартаментам, да, мы высказывали свою позицию. Активную работу с обществом, с народом должна вести политическая сила. У нас ситуация какая в стране? У нас все политические силы, которые существуют в стране, от них народ отваливается. Вот все. У них с каждым годом электоральные потери просто чудовищные. Вот даже вот это последнее событие, которое было 26 числа, какая-то часть электората, просто на моих глазах люди, которые уходили из площади, которые были уверены, что там, вот, как вот здесь Марьяна сказала, что нужно будет там активно что-то сделать, опять обломаны, они говорят, больше мы сюда не придем. Это данность, с этим нужно согласиться, это нужно принять. Вот сейчас мы почему формируем новую платформу, мы уже думаем, что я тоже считаю, что нет смысла разговаривать с властью. Какой смысл разговаривать с людьми, которые совершают преступления, пытаясь, их мы уже не поменяем. Да. Их единственное, что можно посадить, лично мое мнение. Да. Менять их, там, их внутренние моральные и нравственные ценности, это не мое дело. Мы должны разговаривать именно с народом, и поэтому вот эта площадка формируется. Мы хотим народу предложить что-то, что ему не предлагали до этого. Ну, я абсолютно понимаю ситуацию, что большинство на эту площадь не придет. Оно никогда не приходит. Все, что происходит в любой стране, делает меньшинство. Нам нужно поднять пассионарную часть. Если нам в этой стране, вот по крайней мере с того поколения, что я представляю, она осталась, нового поколения, молодежи, ее достаточно много, но она еще не окрепшая. Вот именно их, если удастся поднять, их будет вполне достаточно. А те, кто из дома никогда не выходят, они нами не нужны. Они не выходят и для власти тоже, они и для нас не выйдут, они вообще никогда не выйдут. У нас во время войны примерно такая ситуация была, у нас большая часть населения, она сидела дома. А воевали, извините, вот это самое... Идейные люди, пассионарии, это они сложили голову. За это у нас такая брешь огромная в этом поколении. Потом после этого тоже следующее поколение мы потеряли колоссальное количество тоже идейных людей, потому что не было никакой идеологии. Вот сейчас что осталось, наша задача их собрать. Если нам не удастся их собрать, ну тогда значит нужно поставить точку в этом вопросе. Нет смысла, да, просто да. Но мы, вот как люди сказали, нужно бороться, до конца нужно бороться. Не знаю, в конце уже, самым крайним. Я глубоко просто убежден. Вообще, я всегда был радикальных взглядов насчет политических там, дел каких-то. Вот эти радикальные взгляды мне навязаны, потому что с 2004 года еще вот молодым совершенно человеком на моих глазах произошел первый переворот. С 2004 года череда переворотов идет, и я больше ничего, кроме переворотов, не знаю, никакой политической практики не видел. Все, что мне старшие объяснили, политики наши, вот это я умею. Вот я считаю, что нас ожидает очередной политический переворот, и как здесь правильно было сказано, это у нас по принципу энтропии, вот они сегодня какую-то грань перешли, завтра мы пойдем еще дальше. Они сегодня пришли с оружием, завтра мы начнем стрелять. Вот понимаете, вот мы к этому хаосу движемся, и видимо, пока вот это не произойдет, мы не одумаемся. Вот такая примерно ситуация. Ну, можно мне тоже сказать пару слов? Я думаю, что мы здесь проводим пресс-конференцию для откровенного разговора, правильно? Для того, чтобы проанализировать то, что было,
и что мы должны сделать. Мы готовы выслушать любую критику, потому что она на самом деле нам нужна. Мы не считаем, что мы все делали правильно, мы выиграли все, а вот кто-то нам там помешал и так далее. Нет, мы считаем, что надо проделать работу над ошибками, надо принять критику, надо сказать о том, что в чем, и вы нам должны подсказать, сказать, в чем мы были неправы. Вот вы говорите о том, что мы ведем работу, должны вести работу за народ, за их лояльность, да, или за их умы. Согласен. За ценности. Да, ценности, да, я согласен, но вот я считаю, что у нас есть идея. И я считаю, что правда на нашей стороне. И поэтому другое дело, что, может быть, мы не смогли донести до каждого человека, до каждого гражданина Абхазии свою позицию и ценности наши. Для чего это все было, для чего мы воевали, для чего мы были в блокаде и мучились, и проходили все этапы. Поэтому нормально, мы сейчас, критикуя друг друга, придем к какому-то общему видению, как дальше вместе доводить свою позицию до общества, до каждого человека. И мы не говорим о том, что вот мы все знаем, кроме того, что наша линия единственная, верная, там, и так далее. Это, то, что есть, да, вот здесь сколько нас человек, столько и мнений, да, но мы должны приходить к общему, уметь видеть общие ценности, ради них дальше двигаться. И у нас нету никакого пессимизма в этом. У меня лично нет. Я считаю, что у нас очень большой потенциал, у нас есть большие результаты. Те, которые мы видим, это то, что наша молодежь вместе с нами в этих вопросах. И я думаю, что слушая критику, делая выводы, мы можем дальше двигаться. Вот наша позиция. Мы не говорим о том, что мы все знаем и знаем, как преодолеть все это. Да, мы будем двигаться своими такими уверенными шагами вперед. Можно? Вопрос, пожалуйста. Вы сегодня заявили о том, что вы выходите, да, из того координационного совета оппозиции, который был создан. Скажите, пожалуйста, Иван, к вам, наверное, вопрос. Где пролегла вот эта черта? Почему вы приняли такое решение, что случилось? Почему, скажем, вы принимаете такое решение размежеваться? Я думаю, здесь все понятно, потому что после принятия этого решения парламентом в оппозиции, так скажем, объединенной оппозиции, оказались две антагонистические, две противоположные точки зрения. Одна точка зрения – это то, что это победа, то, что принятые законы, они фактически позволяют нам, эти пункты, с которыми мы не согласны, их минимизировать и так далее. А другая была точка зрения наша, которую мы считаем, что это самообман, и мы не хотим ни себя обманывать, ни народ обманывать. Поэтому мы, когда объявляли это, мы считали, что дальнейшее вот такое вот, разбирательство, выяснение отношений при таком соотношении, когда одни имеют по принципиальным вопросам различные точки зрения, поэтому мы посчитали, что в дальнейшем
мы не можем вместе вырабатывать какие-то значит, дальнейшие действия, тем более, где мы считаем, что есть вопросы, где компромисс невозможен. Вот, поэтому мы и приняли это решение. Мы это приняли решение, и в дальнейшем, для того, чтобы, ну, как бы сказать, обозначиться, мы сегодня и делаем пресс-конференцию, обсудить с вами вот именно вопрос дальнейших наших действий. Мы говорим о том, что мы открытая площадка, мы хотим в дальнейшем сотрудничать со всеми для того, чтобы вместе выработать общую программу, общий план действий для того, чтобы двигаться вперед. Никакого пессимизма у нас нету, и мы не опускаем руки, мы готовы дальше бороться. Вот так. Спасибо. А политика и чужие. Уже оппозиция хочет шейдр клошилась, вы бгейта врехтена. Идите шахши. Вот шериф, хозяина гойо, сасав шахаду, дарить сруб шахад, вы вачнуас было на хара хаяй, хажбе, жифбе статья войн хай, уёпла шугут сяму. شوفي هاي شكويت كده غير ارتيست حن باتسو يجيك شيء اخوانا حرا والخوجك خبرت ديش دروز راوخ اتسوق يحرز وبيو شرح قطرو يشبي زاقل يحزرف حرقلي حرقو بريخ خرخ تخن والشريش والله ويبشو حال يحرز يشبغ حتو حزك حيتقلو حلق حرا هيروتس غباسيتشو بتزجو ورد позиционер шел. ويشرو تيمور بولي بسني تخم بسندق تعال وسزحوم شريف حزي قبليخه سنبات زوي ساشو شحد بقى ويانا قولوا حزيل بمقاويتك حلق حراها حزيل بمقاوزه حيضل حزمه شوي جودر حيشل حزلرات في الجود درا هاي حبره يقول تخش سترم سرزنزله حيشل راتي في شوي حيدروي حرحيها Здорово. ماما عقرمهم حراسة أخوي أنا خدرات يربشاوي حراح يسر حريح بشاوي نو بس تسقيبه وبريقن شباق أحتر وتر سرا خطأ هتكسي بزاف سرا مشتا يربني استواخا سرا زكي سرد قلوب بس نزيني بكوزي سرد قلوب بس بيانا وبري شباق أحتري هاي شيء راح أقول زلو شرا والفور شو ريس باش المعدي ما دراي دغوري ويغوبير تشنا هاي شكون جاي بشيد ورد باتريوت شوبرحي ورد بازيتيونير شوبرحي حزيب حزميت شايفو يبري حي شيفيرا بس يزدك يا خير يزدك يا خير حاجه يحبسوها ثاني ولا كان جنبي دي احتري ولا سرا تجيب بخانيس تستطيع ابريل حزكي حقيب سيو وبس يترنس تاريخ بترقلو أخذ куда мы идем тогда? Я так думаю, что вот эта модель, которая бытует в нашем обществе, представление о власти и оппозиции, как о двух стенках, я извиняюсь, это неправильно. Оппозиция может быть разная. Я не предъявляю никаких претензий участникам других политических организаций, оппозиционных организаций, которые высказывают то или иное мнение. Но у меня другое мнение. Я тоже считаюсь оппозиционным этой власти. А я вас тоже считаю таким. Да. Понимаете как? Мы можем быть и эта организация в оппозиции, и та часть общества. Мы можем быть недовольными отдельными решениями или действиями власти,
Но при этом мы можем на многие вопросы, причем важнейшие вопросы, смотреть по-разному. И мне кажется, что лучше раньше разрешить эту проблему, раньше поставить этот вопрос и сказать, что вот эта часть двигается в одном направлении, а вот эта часть в другом направлении. Если бы этого не было, нигде не было бы вот этих вот левых, центристских, правых политических организаций. Они все также оппозиционны по отношению друг к другу по ключевым вопросам государственного строительства, как и оппозиционной власти. А бывает и наоборот, какая-то часть оппозиции бывает больше оппозиционна другой части оппозиции, чем власти. С ней она может больше общий язык находить по большему спектру вопросов. Да. То есть это нормальная политическая практика. И я считаю, что никто не должен на это обижаться. А что же делать с народом? Народ как нас Народ воспримет? пострадает больше. Народ пострадает больше, если мы будем друг за друга вот так вот тащить, симулируя единство оппозиции, но не способные решить ни одного важного вопроса. А народ пострадает от этого больше. Чтобы этого не было, я считаю, как Надя у Искандера, давайте расставимся, а как красиво, или по-хорошему, да? Вот так вот, с большим уважением, и мы вместе прошли большой путь, и гражданский, и военный, и политический, без всяких претензий к мнению или к суждениям там, рядовых членов, лидеров, мы высказали свое мнение. Мы убеждены, что вопрос Пицунды – это один из многих вопросов, один в череде вопросов. И мы рассматриваем вопрос в первую очередь как симптом разворота нашего общего государства от суверенного курса в сторону несуверенного, зависимого курса. Пока еще это движение носит явно выраженный такой инерционный характер, мы попытаемся его остановить. Призываем общество помочь нам в этом. Да, мы общество должны, не они нам, а мы им должны в этом помочь, понимаете? Наверное, надо будет говорить с людьми, ездить. Наверное, надо будет выработать дорожную карту. Как это очень трудно будет сделать. Потому что, когда ваш корабль разворачивается, у него такая колоссальная инерция, что вернуть обратно на курс, даже если там совсем маленький поворот, это непросто. Ни у кого не должно быть этих иллюзий. Это будет очень трудно. Но если мы это не сделаем, мы потеряем все. Нет смысла в этих 30 годах. Нет смысла в 30 годах до этого. Нет смысла в 50-х годах. Все, что Гуля делал, потом Щимку поделал, потом все вот эти вот наши, все, что ребята делали, это обесценивается, понимаете? Может, кто-то как-то самоуспокоением занимается. Но я хочу сказать, именно кто занимается самоуспокоением и считает законопроекты вроде этого позитивными, что завтра их дети, как это сказать, они здесь будут просто свидетелями каких-то процессов. Они не смогут повлиять ни на политические, ни общественные, ни на экономические отношения. Они будут свидетелями развития Абхазии в каком-то другом направлении. И если для этого нам придется разойтись с какой-то другой частью оппозиции, я не возражаю. Юра, вчера я сейчас пару слов скажу. Випш Пяшукс. Узхан варью он оппозиция Джик Заро, оппозиция Эйдгыла Заро. Ирхоз Випш Пяшукс. Ирхоз. А реформа по Ахцот, конституционная реформа Ахцот, зига реформа, то есть Яхапа, Яхепи Амчрапа, Хапсаху, Ябапу. Ябапу, убрем, Яхеге, Шай Хайдгыла, Шай Зиге Хазык Нахкала, Янха, Зиге Анхарц, Штахаза, Убысикало, Випшне уве, Зиге Хвала Шодора. Юнис Випш Пяшукса, Энаказ, а революция Энаказ, Усами, Шчурхас Фязыкна, Хара Хабже, Азгима Хадзе, Ябао реформа, Ябао Харика Хцараниказ, Закарамце, Яхеге, Убрясхемалад, Ай, Шара Уисахыцхе.
Харауи Вы тоже ничего не предложили. мы Вы просто объявили, мы харахала, уяхзыкатадзу, хахшили лацана, а программа час ахцару бхуб яхшу. Хараужи зигицбани хаму бхава уасфа тяшахадзу. Харяхтаху, абря процесс ахацару, абржи халагару. Аха, шай зигиртаху, ахцаб зигиртаху, абри рхи. Абсолютно тысяч, ртахызар, хара хадглома зигир. Хазад галацу. Убрекан хара его патриотша, хара згия и хамхадзета оппозиция хана, хара хада патриот его, ахадара рхутша, шакуб, хахтат шакуб. Вы сгерасилой, вы сгерадуадза. Альфер, идите к нам, Крант, говорит, это Мударадзе, я Лахузаге, спасибо. Приносим извинения журналистам за то, что вам придется разгребать 1,5 часа конференции нашей.